Дорогие друзья, многие огородники сейчас заняты своими полевыми работами. Конечно же, у всех стоит на повестке вопрос, как же сохранить свои растения в течение зимы. Зима у нас долгая, длится она 7 месяцев как минимум, морозная, снежная и холодная. Поэтому каждая хозяйка, каждый садовод знает, как укрыть свое растение, как его уберечь от этих сильных морозов. Но вот какие-то тонкости все-таки наверняка будут полезны и для новичков, ну и для тех, кто уже с опытом, узнать у специалиста. Сегодня мы поговорим с начальником отдела декоративных растений Ботанического сада нашего Северо-Восточного федерального университета Александрой Николаевной Ермолаевой. Александра Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Вот, вы снова героиня нашей программы, и снова мы будем говорить про декоративные растения, и вы поделитесь сегодня опытом, как вы готовите свои растения к зимовке. Да, осенний сезон начался, посадка древесных многолетних растений закончилась, и пока погода позволяет нам, мы сейчас должны обрезать наши растения. Обрезки подлежат пионы, ирисы, лилейники. Многие растения обрезаем их, потому что, во-первых, у нас инорайонные растения. Инорайонные, друзья, да, это те растения, которые не местные, они не те растения, которые произрастают в Якутии у нас здесь. Это те, которые привезенные из-за пределов республики. Да, Если местные растения уже генетически подготовятся к зимовке, то инорайонные они не знают про наши морозы. И поэтому мы, во-первых, обрезаем их, потому что мы им даем информацию, что нужно подготовиться к зимовке. И еще обрезаем мы эти растения, чтобы болезни не распространялись или вредители там не зимовали. И, во-первых, мы должны все это прополоть от сорняков. То есть вот наш цветник, допустим, да, мы должны, конечно же, убрать сорняки. Да, сорняки, чтобы ничего лишнего не было. Так. Мы подготовили что? Мы сейчас укрывочный материал. Укрывочные материалы, может, это сено, может быть лапник, и может быть еще лутросилом можно укрывать. Да, можно как-то А можно просто доски, да, как-то где-то? Нет, доски не подходят, чтобы они были укрыты прямо на растениях. Понятно, хорошо. Доски просто пригибать можно досками. Просто это. Допустим, вишня. Да, вишню мы пригибаем, чтобы под снег пошла. И чтобы ветер не сломал вот эти чтобы нежные все листья были стебли. под снегом. В первую очередь, чтобы стволы, вернее. Стволы были под снегом. Хорошо. Стволы. Ну что, вот это вот растение такое симпатичное, такое пышненькое, это кто? Это пион молочноцветковый. Так, он не наш, инорайонный. Да, инорайонное растение. Мы можем это понять по окраске, потому что, вот смотрите, он какой еще зелененький, а кругом-то у нас наши местные уже все, листву-то уже сбрасывают. Вот прям песня, да? Листья желтые над городом кружатся. Вот. До вот этой поры пион как бы на его родине еще лето. Да, у нее. Поэтому он как бы по привычке еще зеленый. Да. Так. Начинаю, да? Так, мы обрезаем пиончики наши. Ой, вы так прям как-то энергично. Посмотрите-ка. Ой, как жалко. Это сколько вы? Это все те, которые старенькие, да? Это которые в этом году весной проросли.
То есть они да. по весне он прям весь зацветет. Каждый Ой, год мы слушайте, так ой, боже мой, это ж прям обрезаем. вообще вся стрижка, да? Вот Да, и все. стрижка только начинается, как говорится. Вот и все. Да, сорняки Ой, какую чистим. красоту содрали, Да, обрезали. чтобы здесь Мгм. было совсем очень, ну, чисто, чтобы Да, но все это вокруг делается для того, чтобы круговая на следующий год он у нас расцвел Да, он точно так же сейчас пышным вот цветом. уже отложил он свои чтобы в следующем году хорошо цвел, отложил свои почки. Там Именно для внизу вот такая обрезка должна Да, быть. под землей у него уже появились почки. Мгм. А вообще вот эта обрезка, она должна происходить именно еще и для того, чтобы, ну, тем самым как бы лишить возможности, вот Да, как вы сказали, чтобы ну, вредители вредители чтоб там какие-то, зимовали. да, не зимовали не зимовали. на Ага. растении. И вот этот листья мы можем использовать для компоста, чтобы у нас получился так ну, как перепревший. Перегной, да? Не перегной, Не перегной, ну, в общем, компост. компост, да, чтобы для компоста, для Ага, можно. следующую посадку можно его Да, использовать. здоровые листья используем. А если Только там здоровые. мы найдем болезнь или что-то, нужно утилизовать, уничтожать. Утилизировать. А Утилизировать. каким образом это утилизировать? Это Сжечь? сжечь. Мгм. Ну да, и То есть не сжечь. нужно где-то раскидывать Да, по участку да, да. или за участок, да? Да. Тем самым как бы вы распространяете вот эти болезнетворные какие-то да, вещи. да. Нужно утилизировать, сжечь Утилизировать, просто-напросто. да. Ну, Так, хорошо. дальше, То есть вот эта кучка у нас пойдет в компостную яму. компостную Ага. яму пойдет. Так. Так, а потом, когда наступят устойчивые морозы, земля примерзнет где-то 3 сантиметра, да? Угу. Мы их укрываем. Но не раньше, Но да? не раньше. А почему не раньше? Потому что если мы раньше укроем, то она пойдет в рост и примерзнет. Потому что, да, если мы накроем, дорогие друзья, ну вот если по логике вещей, да, земля еще такая не промерзла до Да. конца. Ага. И получается как бы земля теплая, допустим, днем плюсовая температура, а ночью, допустим, ну вдруг тоже выше Ну, 0, ночью, да? если под укрытием, Вот. то уже тоже плюс. Тоже может тепло, быть, да, тоже тепло плюс. будет. И поэтому, конечно же, растение, оно вот не понимает, что от него хотят и что требуют. Мы-то хотим его уложить на Да, зиму, на зиму. а оно начнет вдруг расти и в рост пойдет. Это неправильно. Поэтому дожидаемся, пока земля точно не промерзнет на вот такой вот слой, допустим, и что точно уже не будут плюсовых температур. Вот только в это время необходимо заняться укрытием. А можно еще перед этим присыпать комплексным удобрением, чтобы весной, когда растает снег, вместе с водой, таянной водой, она ушла. А комплексные вот удобрения это какие? Что вы Это, посоветуете? которые во многих этих магазинах продаются. Есть, да, специализированные. Можно То есть, в использовать принципе, золу. Золу, просто элементарно просто золу. элементарно. Очень хорошо. Древесную золу. То есть древесную золу необходимо Присыпать. подсыпать сколько примерно? Ну, горсть, там, стаканчик. Не, совсем маленько маленечко надо, нужно. припудрить. Зола, она имеет свойство какое? Немножко снизить кислотность, да, Ну, почвы? она вообще Какую содержит роль она много играет? микроэлементов. То есть она да, очень богата микроэлементами, ага. которые полезны для Полезны для растения. растения. Ну, естественно, конечно, И зола еще должна можно быть. Но зола, и дезинфицирует. древесная зола. Именно древесная. То Да. есть не нужно Там не нужно вот этих. в печке у себя сжигать какие-то пластиковые Да, там, да, да. упаковки, там, Да. фольгу какую-то или что-то. То есть это должны быть действительно только бумага и дрова. Чисто древесная зола. Ну что, приступаем, да? Вот мы обрезали. Обрезали. И ушли. Да, ушли. А когда уже морозы наступят устойчивые, минусовые градусы, уже укрываем. Начинаем например. укрывать. Начинаем укрываться. например. Укрываем, смотрите-ка, у нас сейчас уже, Ну, трудно мы сказать. сено готовим ранее, чтобы сено не содержало семян, чтобы она была очень Посмотрите, чистая. рано это когда? Это надо этим вопросом озаботиться уже Да. где-то в начале июня, Да, да? да, уже В начале пораньше, июня. Что пока, Правильно? Да. Ну вот, например, это газонная трава, у нее вот нет таких
Семян Да, никаких нет, никаких потому что нет. если будут семена, ну сами подумайте, Уже сорняков здесь будет будет сорняков, ну море. просто море. И вот то, что вы золой присыпали, добавили какие-то удобрения, они все пойдут вот для наших Да, еще можно сорняков. этим перегноем, тоже перегной Тоже добавить да, можно, да? тоже это А удобрение. сколько примерно перегноя Ну, добавить? чтобы это приствольные эти круги Мгм. закрыть. Угу, угу. Ну, вокруг вот этого Вокруг, нашего растения. ага, Мгм. вокруг. Сеном, Чтоб как мы просто присыпаем или просто что мы делаем? укрываем сеном, Мгм, чтобы она зимовала в наших условиях мгм. хорошо. Очень И, комфортно. да, Было комфортно, тепло. тепло. Мгм. И Ну, тогда каждое растение вот так укрываем. каждое. Смотрите, а если ветер вдруг, или там, не знаю, у Не, нас же весна уже, сейчас, нет, уже ветер уже не будет. ветров уже не так будет. Ну, То есть сено, оно никуда да, не, никуда его никуда да. не Ага, рассыпется ага. никак. Можно Давайте даже попробуем использовать вот еловник. это, А давайте еловник. вот этот вот подстрижем, вот Еще этот, и раз, да? потом еловником укроем. Ельником, да? Или как он, лапник? Лапник. Лапник, вот правильно, лапник. Вот он какой. Лапник – это наш сланник, да? Это только без этот сосна. Мгм. Запах такой чудесный. Тоже обрезаем. Тоже. Ой, вы так шустренько все пообрезали. Да. Значит, растение это здоровенькое, да? Здоровенькое. Ага, то есть вот эта вся кучка у нас пойдет в компостную яму. Компостную То есть яму пойдет. все идет в дело. Все идет в дело. Ага. Мгм. Ну, вот это убираем. Лошадей. Мгм. Сорняки Здесь сорняки, вот тут вот. Нужно обязательно их подубрать. подобрать, чтобы Мгм. ничего тут не было. Мгм. Мгм. Главное, чтобы Ну, поскольку это ботанический сад, конечно, земля у них здесь, вот у всех растений совершенно шикарная, поэтому мы не добавляем сейчас и не показываем ну, да, какие-то нужно, ага. удобрения вносить комплексные. Ну, а когда мы всеми этими делами занимаемся у себя на участке, конечно же, нужно подготовиться к этому мероприятию. Сено, мы сказали, подготовить нужно уже в июне, накосить стога и подсушить это сено, да, траву. Мгм. Ну и закупиться в магазине какими-то удобрениями. Удобрениями. Мгм. Ага. Ну, вот так, тоже так же вот укрываем лапником. Мгм. Ну, еще чуть побольше, наверное, надо. Еще чуть-чуть побольше, да? Но главное, не сейчас, а когда будут устойчивые морозы. Мгм. Устойчивые морозы, когда будет минусовая Да. температура. И свежее сено тоже не используем. Чтоб, если мы вот, например, ирис обрезали и вот эту ботву не используем. Ботва или как траву. Мгм. Почему? Потому что она будет припевать, загнивать, и уже наоборот вредно будет. В смысле, имеется в виду этой травой? Да, этой От ириса, травой. да? Ну вот ирис мы обрежем сейчас, Мгм. например, да? Ну давайте обрежем. И сразу не используем. Мгм. Для А обрезки обычно куда эту траву делают? Ну, тоже нужно на на перегной? ага. Будем Дельфиниум обрезать. обрезаем, Дельфиниумы. Мгм. водосборы обрезаем. Так, Вот ирисы стоят. ага, ирисы. Посмотрите, какие ирисы высокие. Но для того, чтобы ирис у нас пышно цвел на следующий год, нужно тоже убрать, обрезка должна быть, да? Обрезать Вы тоже будете нужно, обрезать. да. Мгм. Тоже мы Это ирис. используем, например, вот этот Серп. Аккуратно нужно работать, потому что он очень острый. Ну вот. И уже вот нужно этот как-то тоже приноровиться, на потому что компост, да, на и на компост. компост. Да. Очень много травки. А примерно вот ирис, он цветет когда? В июле, да, где-то? В июле, Мгм. ага, в июле цветет она. Мгм. И ее вот декоративные листья декоративные, поэтому используют. Мгм. Ирисы у Поэтому, нас- да, очень часто вот ирис как раз-таки И- высаживают. да, И он ирис- еще и неприхотливый, так Нет, ведь? не приходили. Мгм. У нас ирисы желтые есть, сибирские с синими цветами, и белые альба есть, Мгм. сибирские тоже с белыми В общем, цветами. а здесь фиолетовые, да? С Да, фиолетовыми? фиолетовые все. Мгм. А вот это вот что за растение? Это у нас водосбор гибридный. Она тоже Цветет как-то, да? инородная. Ага. Мгм. У нее цветочки желтые есть, еще
бордовый есть, с желтой серединкой. Разные цветы есть. Мгм. То есть Соцветия. нужно обязательно это обрезать. А что произойдет, если не обрезать и не укрыть? Если не обрезать, то может там зимовать вредные вредители. Так. И еще, чтобы весной было у нас чисто, красиво и работ меньше. Мгм. Весной И, все равно они наверное, примерзнет же да. весной. И А весной весной это они всё начнут, когда вот выдавать новые почки, да, вот сразу они. цветоносы, и расти быстрее они будут. Ну, быстрее, ну, они расти будут, когда, если мы не уберем, то будут лежать же там примерзшие листья, Мгм, и мгм. будет неопрятно, и это надо будет весной убирать. А, понятно. Чтоб, То есть ну, это тоже это имеет. облегчаем Ага. себе наш труд весной, Да. да, когда у нас начнется, как говорится, И чтоб, посевная страда, да, а сейчас вот лучше бы заняться вот этими да, работами. и там будут зимовать ну, вредители. Мгм, Ну, мгм. личинки А как вредителей. убирать вот это Как- растение? Покажите, Вот пожалуйста. это растение то же самое. Тоже с можно, помощью серпа. можно секатором, можно Или серпом. секатором, или Да. серпом. Но если много тут растений, лучше серп, Мгм, и можно и секатором. мгм, И все эти листья тоже убираем, мгм, чтобы ничего тут не было. мгм, Ну вот, если вот так, то они пойдут, мгм, растения, вот этот обрезанный. мгм. Весной они, вот уже тоже, они пошли в рост. Они должны спать, а они пошли в рост. А они в рост пошли. Ага. Видите, как что происходит? Даже при том, что нужно, значит, я так поняла, да, обрезкой заниматься в определенное время Да, все и определенно. укрыванием вот этих вот у нас уже обрезанных, состриженных растений нужно заниматься тоже в Тоже определенное время. определенное Как время. раз-таки для того, чтобы не было вот такой вот картины, Вот ее когда тоже будем растение... обрезать. Вот будем обрезать Ага, это, да? Ну, давайте обрежем. Но здесь нужно аккуратненько, да, Да, как-то? они совсем маленькие. Они маленькие очень. Но они уже все-таки пошли в рост. Да, А сейчас они в рост уже не пойдут, потому что с каждым днем да. у нас холоднее температура становится, да. понижается. Вот. Мы уже как бы свои шорты, там, сарафаны заложили до следующего лета. Ну и растения тоже, Тоже соответственно, надо, должны ага. подготовиться к зиме. Вот. Ну и таким образом такая работа проводится на садовом участке каждый год. Ну, в ботаническом Каждый саду год, это да. точно, да? Да, каждый Мгм. год. А в вашем отделе Ну, какие растения? До этого нужно убрать однолетники. Наверное, все убрали однолетники свои. Однолетники, то есть нужно... А как однолетники, А кстати, вообще убираются? убираем, с корнями С убираем. корнями, и всё. вы куда их Тоже закладываете в в холодильник? компост. Нет, они В уже компост? только, ага, То есть они уже не растут, они не уже будут не расти, будут да? расти. Это Ага. однолетники. Ну Однолетники. да, Они, однолетники, да. конечно. А многолетники, А если? многолетники это уже много лет. Вот, они, вот Нет, многолетник. но есть же какие-то многолетники, которые не могут зимовать в земле. Вот вы их как-то А, вынимаете, да, лилии какие-то там Да, экзотические. лилии азиатские, они хорошо зимуют, В тоже земле? обрезаем, укрываем тоже. Вот, дорогие друзья, Да. дорогие дачники, многие спрашивают, а что же вот с лилиями, как можно их сохранить? Некоторые пишут так: я выкапываю там куда-то в горшочек, куда-то там под кровать, там, я не знаю, ну в холодильник куда-то, да, там закладываю. Которые занимаются Мгм. этими, вот, например, розами, А такими оказывается, можно, лилиями, да. георгинами тоже, вот, клубочек они тоже выкапывают, Мгм. подполье держат. Да, в подполье. Да, Мгм. да. Но Так. у нас мы такими не занимаемся, мы занимаемся, чтобы растениями, которые у нас зимуют, будут зимовать. Мгм. То есть И ботанический сад чисто нацелен... адаптироваться в Да. наших условиях. Мгм. То есть ваша цель, допустим, показать, насколько инорайонники смогут здесь прижиться в Да, наших вот мгм, суровых мгм, условиях. мгм. Ну, наверняка те институты и те ваши коллеги, которые, ну, тоже работают в ботанических садах, где-то в российских регионах, Мгм. наверняка они интересуются ведь, да? Да, Как вот эти многолетники себя да, они, ведут ну, в другой температуре, да, в ага. другом поясе, как растительном или Да, как да, сказать, да? конечно. Мы же В другом климате. переписываемся с ними, и семена выписываем, и их семенами мы Высеваете. высеваем, Мгм. и вот
И наблюдаете за тем, наблюдаем, ага, как они как себя они, ведут. да. Да? А вообще вот можно сказать в целом как-то, что вот такие вот инорайонные растения, они имеют, ну как бы не все, наверное, там хорошую такую приживаемость, да? Да, конечно, каждый год разная. Зима у нас тоже каждый год не одинаково же. Ну да. Да, поэтому некоторые растения могут Мгм. выпадать. То есть Да, некоторые не некоторые могут не могут, пережить да. вот, суровую вот Да, эту да, зиму, когда да. минус 50. Ага. А, Выпадение бывает, ага. мгм. Но с каждым годом можете сказать, допустим, вот у вас вот здесь вот сидят вот эти вот... Ирисы, м? да, Мгм. Это кто у нас? ирисы, А, ирисы, да? ага. Вот эти ирисы, они же тоже инорайонные. Они на районные, Мгм. ага. Как они показали себя за сколько лет? Ну, сколько лет Ну, вы вот занимаетесь ими? этот участок мы третий год уже они зимовали, ага. Мгм, мгм. Но с А они каждым уже, годом они больше растут или нет? да, они становятся больше, шире, Сильнее как-то, сильнее да? становятся. Ага. И то есть, понимаете, они уже как бы практически превращаются в местных. Да. Да. Да, еще вот осенняя пора тоже имеет значение, когда если много осадков, Мгм, то тоже могут они немножко и не зимовать, мгм. или хорошо перезимовать. Все это М. зависит от природы, от погоды. От погоды. Да. А если вот будет много дождей, это как-то может... Но некоторым растениям он плохо Мгм. для некоторых, а для некоторых растений наоборот хорошо. Ну, давайте вот про ирисы. Для них вот такая погода как будет? Ну, будем надеяться, что дожди нас все-таки Для ирисов оно плохо влияет. плохо. Ага. То есть дожди для Слишком- ирисов это слишком плохо. много, если осенние дожди будут, они Александра Николаевна, вот у вас на вашем участке здесь очень много растений. Расскажите, что у вас здесь растет где? Ну, здесь в основном, ведь с этой стороны растет в основном ирисы и лилии азиатские. Мгм. Они все зимуют у нас. У нас еще вот хоста растет, уже пошла, То есть, кстати примерзла. говоря, вы эти все ирисы и лилии, вы также все обрежете и также Ага, укроете да. сеном или ультрасилом, Да. Но это Не попозже ул- будет. Сеном, Сеном, скорее лучше всего. сеном, да? Ага. А сено как-то лучше, чем ультрасил, да? Не, у кого что есть, мы ультрасилом не можем все это укрывать. А, то есть это Так, дороговато для маленькую, института, для да, вашего, да? да. Сеном мы укрываем. То есть дела, сеном. да. Ага, хорошо. То есть сено, в принципе, это очень удобно Да, и, в общем-то, недорого. Доступно. Доступно совершенно. Мгм. С этой стороны у вас тоже С этой стороны тоже ирисы? у нас ирисы, Ага, они разных видов, вы говорили, разные да? виды. У Мгм. нас желтые, фиолетовые, белые даже есть, местные ирисы, Мгм. районные. Мгм. Здесь у нас еще водосборы Мгм. гибридные, тоже инорайонные. А вот Здесь у здесь нас вот местная флора есть, например. местная змеё- флора. А вот эти вот зме- маленькие растения такие вот, Это, они еще это, зелененькие. это иберис, однолетние они. Однолетние, то есть Ага. они, Они- в общем-то, зимовать Да, не будут. не будут. То есть вы все это нужно убираете в убираем. компостную яму, да? Да. Ой, они такие чудесные, такие красивые, нежные. До сих пор они цветут. Это Да, тоже инорайонные да. ведь, да? Да, это тоже Мгм. Вот как это понять, местные да, иберис. если инорайонные или вот местные? Однолетники. Да, инорайонные, они до сих пор зелененькие, а местные, они уже, в общем-то, листву свою Ну, сбросили, да, они травянистые. уже готовятся к зиме. Местные травянистые уже желтеют. А у нас еще есть кустарниковые, вот, например, полынь, краши. Они зелеными уходят так. Их не обрезаем, они Мгм. уходят так. То есть они ничего с ними не Это будет. кустарниковые. И они ага. потом вот по весне, они Они сами да. отряхнутся и как-то вот Да, местные. они, проснутся. поэтому. Мгм. А вот эти вот желтенькие цветочки. Это тоже однолетние, ну как однолетние мы выращиваем. Мгм.
Это биденс называется. Это и на районе? Это, да. И то есть вот это все семена. тоже идет в компостную Компостную яму. яму. Понятно. Вот Так. у нас бадан. Бадан, кстати, это местное растение, да? Она Оно у нас также уходит произрастает под зиму. во многих районах. И точно, то есть его не нужно ни укрывать, Нет, ни подрезать. ничего не надо с ним делать. Мгм. Вот Она бадан, так и какой идет красивый и какой декоративный лист у него, да? То есть можно буквально вот несколько, 3 штучки бадана посадить вот возле своего крылечка на даче. И какая красота! Очень И ранней красиво. весной будет цвести. И будет цвести. А, кстати, Рано. как он цветет? У нее розовенькие цветочки. Маленькие такие, да? Ага. Бадан. А можно бадан в природе, например, где-то выкопать аккуратненько, пересадить? Конечно, Можно. А можно приехать сюда к вам в ботанический сад да. и попросить Да. отросточки, да? Мгм. Что у нас здесь? Здесь местная флора Местная уже, да? флора, Мгм. здесь газон Мгм. и местные растения. Ну, как в природе, природные растения. Мгм. То есть то, что как они вот растут Да, сами в дикой сами в природе. дикой И природе. ваши отделы, они как раз занимаются, ну как, выращивают, да, эти Да, растения, потому что многие же ведь краснокнижные, Да. а нужно ага. добиться того, чтобы они не стали краснокнижными, да, ну, Ну, чтобы их было сохранить больше, их, сохранить, да. их сохранить. Ага. Но, Ну, в нашем отделе работа начинается, посевной сезон начинается с февраля. Да, мгм, мы еще выращиваем рассадой мгм, однолетние растения, овощные культуры. мгм. Ну, это уже однолетние растения, это как раз-таки то, что вы делаете на продажу, да, для населения на продажу и для озеленения города. То есть такие кампуса заказы у вас есть? Да, кампуса СВФО Мгм. Для университета. для Мгм. университета. Мгм. То есть работы осенью у вас хватает? Хватает. Круглый год Круглый практически год. институт ботанически работает, не покладая рук. Особенно сейчас горячая пора, когда все растения нужно подготовить к зиме. К зиме, да. Ну что, дорогие друзья, вот сегодня тема нашей программы была именно как раз-таки подготовка нашего сада к предстоящему зимнему сезону, очень долгому. Чтобы они весной Да. нас Радовали. порадовали. Мгм. Так что делаем все правильно, берем советы нашего специалиста. Большое огромное спасибо, Александра Николаевна, что вы так подробно нам все рассказали, показали свое хозяйство. Ну, будем внимать вашим Да. советам и применять на практике.